что, мы продолжаем изучать наш родной казах тілі. Прежде чем приступим к изучению дальнейших правил, нам нужно знать основное правило, по которому мы в дальнейшем будем работать. В казахском языке есть лица, Да. по которым все слова спрягаются. Вот. Первое лицо – мен. Второе лицо. Сен. Сен. Да. И третье лицо ол. Ол. Да. Ну, енді қазақша это жақтар называется, да? Да. Бірінші жақ. Екінші жақ. Үшінші жақ. Так, можно сказать, что на строе мы, по сути, представляем все эти три лица. Да. Глядя на наши лица, можно сказать, что казахский язык очень богатый. Здоровый. Сытый. Любые правила в грамматике спрягаются с этими лицами. Без знания этих правил очень сложно будет дальше изучать казахский язык. Потому что эти лица спрягаются и, соответственно, меняются и окончания слов. Так, итак, первое лицо означает «я», «мен». Еще бы вы не были первым лицом. Да, есть еще множественная форма «мы», «бз». Не, хватает нам, я вас в одном лице. Екінші жақ. Второе лицо – это «ты» или «вы». «Сен» или «сыз». В казахском языке важно отметить, что «сыз» – это уважительная форма обращения на «ты». То есть сен, жакс или сыз, асеке. И множественное число второго лица – это «сендер» и «сыздер». То есть сендер братишкалар и сиздер братандар. Тағы үшінші жақ бар. Ага. Третье лицо – это «он», «они». Переводится как «ол», «олар». Ол Семен, олар Семендар. Мы казахи молодцы, Асеке. У нас в грамматике прописана форма уважения. Біз бір-бірімізге сіз деп жүреміз. Понял ты, Семен? Да, верно, да. Подожди, менде осындай сұрақ бар. Зачем в грамматике это указывать? Ну, вот реально, орысша же тоже есть уважительная формасы бар ғой. Типа вы деп жүреміз ғой енді. Дело в том, что при обращении «сыз» меняется и окончание. Вот «сен молодецсың», «сыз» молодецсыз. Но так как сіз, Семен, еще щеголсыз, Асекеге қарағанда, поэтому будешь щеголсын. Дұрыс па, Асеке? С точки зрения грамматики дросвак. Рахмет. Асеке, а что это мы с вами сіз да сіз, может, на сен перейдем? Хотя сіздік дұрыс болады деп ойлаймын. Вообще ты правильно подметил, Сема, про уважительную форму. Замечу, что в русском языке уважительная форма «вы» тоже есть. Да. Но во множественном числе как будет уважительная форма? Ну, вы и вы болат. А вот қазақша «сіздер» болады. Түсінің ба? Такой, мынандай сұрақ бар, про третье лицо. У меня Про есть тебя. Вопрос, да. Что? Ничего. Вот вопрос, мынандай сұрақ бар менде. А как казахша сказать «она»? Ол. А как сказать «он»? Ол. Ну вот, то есть в казахском языке нету деления народа, правильно? Нету. Вот это вот жерде мен үшін странно екен. Чего странного? Это просто казахи издревле были за гендерное равенство. Сейчас такие все девушки такие, мол, Жакс, не деген красавчик, молодец. Жігер такие, анау не дейді? С лицами мы разобрались. Разобрались. Давайте всем по пятере. Так, оп. Так. Я надеюсь, что наша гостья поможет нам закрепить и изучить еще больше правил казахского языка. Сегодня в гостях у нас Карлыгаш Мухамеджанова. Әдемі, ғажайып, керемет қыз. Қарсы алыңыздар. Ой, Карлыгаш, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Біз сізді көруге өте қуаныштымыз. Рахмет. Как вам наша передача, как вам вообще вот это все? Супер. Пока все нравится. Ну что ж, Тонкая подметила, да? Пока. пока. Жак, кстати, что я тебя пну под стол?
И я тоже тебя, если что. Да. Да я сама могу. Карлыгаш ханым, если вы позволите, мы прочитаем про вас биографию. Да, не Хорошо. помешало бы. Да. Узнаю про тебя. Как будто Что-то новенькое, может. Как будто просто кого-то с улицы позвали, я первый раз слышу. Жаке, калайсың, братан, вообще не был? Спинать? Можно. Просто Жакс сегодня первый раз зачесался под итальянскую мафиози, он думает, что ему сегодня все можно. Я обычно не комментирую, когда Асике говорит. Классно. Парень, давай, молчи. Мухамеджанова Карлыгаш Төлеген кызы. Үлкен Адан басталатын алматылық актриса. Негізі Қарағандыда туылса да, онда ешқашан өмір сүрмеген. Йогадан әуесқой, тауға шығудан кәсіп қой. Бала кезінде балетпен айналысқан, аққу мүсінділігі содан болар. Вау. Просто твой Я не казахский никто знала. не понимает. Карлыгаш там мүсіндік жоқ па не сонда? Ну, балеттен балет себеп болған шығар. Өсімдік это А, просто... усындык или усындык? Өсімдік вообще это растение? Да, өсімдік. А где өсімдік? Вот я не Я сказал өсімдік? Да. Где? Я поэтому спросила. Я не слышал. Я не слышал А я тоже. услышала. Ну ладно, өсімдік ол бізде отыр. Тіпті Его тоже жеміс можно мочить. көкөніс жесеңде болады. Окей. Қарлыгаш бірден актриса болмас бұрын Казгюаның халықаралық қатынастар факультетін тәмамдаған. Бұл оның өзінің емес, ата-анасының қалауы болатын. Актриса Тырнақалды картинасы «Лаве» деген фильм. Никогда не смотрел. Ты вообще попадаешь жестко, по-моему. Осыдан кейін ол қалай ойнамау керек екенін түсінді. Почему? Это Жак составлял. Я походу правильно Это сделал, что не это вы так написали? Давай на ты. А, это ты так написал? Асикей, что, все хорошо, может водички вам? Нормально. Лаве никогда не видел ни в кармане, ни в руках, ни в кино. И не увидишь. Сол үшін Қарлыгаш атына сай болу үшін Лос-Анджелеске актерлік шеберлік курстарына ұшып кетеді. Бір туар жандары ата-анасы. Анасы опералық әнші және Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұржамал Усенбаева. Ал әкесі танымал сазгер және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Төлеген Мухамеджанов. Так что Жакс внимай. Брэд Питта видела? Нет. А что ездила? Зато других видела. О, кого? Эм, Карлыгаш. Айнаға қарап. Бірге жұмыс істедік. Ага. Да вы что? Бұрынғы кезде, А иә. Асике, вы в кино снимались? Мебелью. Ты өсімдік, мен жиһаздың. А сен орысың. А я кулак такой играл, а кулак такой был. Ага. Да, очень интересно. Где вы вместе работали? Разведка Дубочка Змногаз. Да, сразу после института к нам пришла, она работала в юридическом отделе. Работала. Ну, почему? Работала, на работу ходила. На работу ходила. А работала ли это вопрос? Вы помните Асике вообще? Конечно, я помню. Особенно запомнила фамилию Асхат Узбеков. Потому что Асхат и Узбеков. И Асхат! Это звучит как приговор. Нет. Вот так оказывается. Вот такие вот крепкие связи в Кисел у нас есть. А как вас ласково друзья называют? Меня? В основном все Карлыгаш, это Карла, либо Карлуша. Ну, допустим, мои подруги тоже. Ни одну Карлыгаш не знаю. Да? Ни Серьезно? человека, ни звезду. Да? Птичку? А птичку тоже не знаете? А, птичку знаю. Я, кстати, Жакс, когда вот в баре со мной отдыхал, я его тоже птичкой назвал, только другой. Шоколад. А вы балетом увлекались? Да, в детстве увлекалась, занималась. А правда вот говорят, что балерины, они как лебеди изящные?
А ты что так про лебедей-то сильно спрашиваешь? Я вот почему спрашиваю про лебедей, потому что орыстар бар ғой, аққұлақ деген сөз. Вот аққұлақ деген сөз, да. Вы все про это? Все про это, мне всегда про это здесь. Понятно. Оно же произошло, аққұлақ сөз произошло от слова аққу, лебедь. И лак. Лак? Лак, лак. Лаку. Лак. Лак это же... этот, Козёл. Козёл. Не обязательно это было уточнять. Карлыгаш, а вы на шпагат умеете садиться? Да. А Ну, можно- я не буду, можно сейчас садиться, да? Почему? Неге? Ну, я в этот, не этот, как его, разминку не сделала. Жак, я же так-то тоже на шпагат сажусь. Просто плечо болит сегодня. Семен, а ты на шпагат садишься? Конечно. Просто покушал с утра. Не сяду. Асеки, а вы Асхат? садитесь на шпагат? Я вообще как Жан-Клод Ван Дам на двух грудовиках. Ну а сейчас не могу, у меня заусеницы на пальце. То есть мы все умеем садиться на шпагат. Давайте Но друг у другу меня, только пятерки у меня дадим. есть фото. Серьезно? И вот это фото показывается вот здесь. Нет. Нет? Нет. Этот фотошоп показывается вот здесь. Йогой вы занимаетесь. Да. Расскажите, пожалуйста, об этом немножко. Йога подразделяется там на духовные какие-то практики. У меня больше это как физкультура, да, можно сказать, растяжка. То есть это такой вид йоги. Занимаюсь более 10 лет, поэтому... А вы знали, да, что йогу казахи придумали? Да. Тренируешься лежа. Жат тагу. Жат. Жат от слова лежать. Атру. Жат и тгу. Ладно, сори. Жакс, когда накосячит, вообще любой йогу ему позавидует. Такие позы принимает. Перед начальством. Там и прогиб, и изгиб. И жат, и тгу. Все у него получается вообще. Карлыгаш училась в Казгио на факультете международного права, а стали кинозвездой, да, вот? Или что это за, как это называется? Тагдыр. Судьба. Тагдыр. Судьба, да. Тагдыр, судьба, да. Ну, все-таки я думаю, что из-за того, что я из творческой семьи, изначально у меня был порыв заниматься творчеством, но так как мои родители сказали, что нужно какое-то человеческое образование более-менее получить, вот. И потом я, собственно, пошла уже по тому пути, по которому я хотела. То есть КСБУ это человеческое образование, да? Нет, ну в их понимании я имею в виду, что они хотели, чтобы я была либо экономистом, либо юристом, я не знаю, там инженером, ну, но не... Ну нет. Это же и формула успеха. Надо учиться на одного человека, чтобы стать отличником, Не, ну вообще вы шикарным знаете- человеком в чем-то другом. Люди не всегда приходят в творчество, вот сразу знаешь, что А я не вот. про творчество. А можно быть творческим человеком, потом стать банкиром шикарным. То есть история, можно. она вот такая идет. То есть нужно отучиться на одного, а потом стать другим и становишься очень крутым. Вот у меня есть доказательства. Я сам учился на менеджера, на обычного менеджера, а стал ведущим, оросом. Я тоже учился на госуправленца, а сам всю жизнь в продажах. А Я теперь- вот экономист по образованию, сейчас вот непонятно, кто в кейсе. Абсолютно Вот непонятно, видите, кто. Асики, а могли бы, вот если бы на А могли экономиста бы учили, актером? тикток снимать. ТикТок. Никогда ТикТок не записывал. Я тоже, кстати. Не Ни записывали? разу. Давайте прямо сейчас тикток снимем. Серьезно? Да. Карлыгаш, вам все, что нужно будет сделать, я вас объявлю, а вам нужно будет станцевать и изобразить актерское движение какое-то. Все, тикток будет готов. Чёртское Это же такое актерское движение. Ну это как... Я же говорю, не зря я ее не знаю. Все, мы готовы, да? Да. Ну, Айсулу, ой, Карлыгаш готов? Асхат, можно дважды пнуть. И сейчас, и потом. А уволи просто. Так, Карлыгаш. Карлыгаш хана Все сразу. ваши фильмы смотрел. Обожаю. Особенно какой? Лаве. Тикток. Карлыгаш на завтра, после премьеры фильма «Сказ о розовом зайце». Девушка в тренде, девушка топ. Я видел ее танцы, танцы, тик-ток. Она кружит, Хэштег
Короче, давай мне теперь ТикТок. Тебе? Я покажу, как надо. Да, надо с актеров начинать было. Давай. Не надо, больно, больно. Ладно, следующий раз сильно не подбородок бейте. Ну, пусть будет так, невозможно. Ты выучил казахский язык Так. и сидишь среди орсов. Давай. О, кайф. Медленно, медленно, дикий доряг, дарабос, дарабос, дарабос. Дарабос, дарабос, дарабос. В принципе, ты каждый раз так делаешь. Когда Жакса пригласили стать ведущим в Узункулак? За деньги, да. За деньги, да. Ну что ж, и Асике, давайте вам ТикТок снимем. Сейчас сложное, давай что-нибудь такое. Самый обычный день. Только что было, по-моему, что было. Значит, это мы опарафинились Почему? втроем. То есть один Жакс победил? Я вот был в кино недавно, увидел рекламу. Выходит новый фильм, скоро хотя бы в кино. Вторая часть, правильно? Да. В Таиланде были съемки, ты там одна из главных героинь, правильно? Расскажи, пожалуйста. Ну вот, буквально месяц назад мы приехали, закончили съемки в Таиланде. Скоро, кстати, премьера, 27 апреля, приходите. Отлично. Посмотрите. У меня вопрос. Извините, Асике, смотрите, люди в Таиланд ездят. Может быть, и Узункулак тоже снимем в Таиланде, да? Так, там так хорошо. Я согласен. Съемочная группа есть. Особенно рады зрители, да? Зрители есть. Сценарист есть. Ведущий есть. Актер. Талантливый ведущий есть. Поехали. Чтобы в Таиланде снимать, вы должны быть популярны, как Карлыгаш Мухамеджанова. Вот, а ты не Карлыгаш Мухамеджанов, поэтому... Ну и Карлыгаш Мухамеджанова далеко не Жаксук. Это больше звучит как комплимент. Узункулак мы ойнап клёп, рахаттанап, изучаем казахский язык. И вот сейчас хотели бы вместе с тобой разобрать правила. У нас важная тема в казахском языке – жыктык жалгау. Жіктік жалғауы қимыл иесінің кім екенін білдіру үшін қолданылатын қосымша. Ол сөз бен сөзді жақ-жағына қиыстырып тұрады. Вот здесь ошибка. Мысалы, мен оқушымын, сіз оқушысыз, біз келеміз, ол келеді. Жіктік жалғауы есім сөзге де, етістікке де жалғанады. Ничего не понял. Ничего не понял, я тебе кажется, Сейчас Семен все объяснит. Да. Жыктык жалгал – это личные окончания, которые могут присоединяться к существительным, глаголам, прилагательным, числительным. Эти окончания создают связь между словами. Связь такая же сильная, как кейселовская связь. Не тонал была, а вообще учить малая. Я? Давайте обозначим окончание, да? Хорошо. Карлыгаш, давай начнем с себя. Пожалуйста. В Да, первом легко же лице к слову прибавляется окончание мын, бын, бын, пын, пын, а во множественном числе мыз, мыз, быз, быз, пыс, пыс, соответственно. Во втором лице тоже есть окончание. Это сын, сын, сыз, сыз. А во множественном числе сындар, сыздер, сындар, сындер, сыздар, сыздер. Да. А в третьем лице окончаний нет. Вот вопрос, почему в третьем лице у жыктык жалгау окончаний нет? Жыктык жалгау болмайды. Негде? Казах был, блин, гениальный, но ленивый, чуть-чуть не дописал. Ну, думаю, лучше на примерах. Давай, на примерах. Например, пусть начнет Карлыгаш. Да. Айс, что вы сказали? Айс Карлыгаш. Айс бэйби, он хотел сказать. У вас со слухом плохо. Найс, Карлыгаш. Давайте используем сын есім прилагательное и слово какое-нибудь. Например, сулу. Первое лицо бірінші жақ. Мен сұлумын. Екінші жақ. Сен сулусын. Үшінші жақ. Сіз, сулу, сіз. Ол сулу. О. И таким незаметным образом мы сделали комплимент Карлыгаш. Спасибо. Теперь давайте зат есім разберем и со словом братишка. Пусть Семен первый начнет. Как братишка. Хорошо. Мен, братишка, мын. Да, молодец. Хорошо, что не забываешь об этом. Сен, братишкасын. Сіз,
Братишка сыс. О, братишки. Братишки? Согласитесь, как-то странно звучит, да? Сыс, братишка, сыс. По идее, по грамматике все верно, но так-то, да, конечно, нелогично. А я знаю, кому можно сказать сыс, братишка, сыс. Шавкату Рахмонову. Он же 94-го года, да? И ты же ему не можешь сказать, сен, братишка, сын. Ты к нему подходишь и говоришь, сыс, братишка, сыс. Так, теперь давайте с глаголами просклоняем. Жакс, давай начинай. А можно я загадаю ему слово? Кешігіп қалған. Давай, поехали. Мен кешігіп қалғанмын. Сен кешігіп қалғансың. Сыз кешігіп қалғансыз. Ол кешігіп қалған. Пусть все знают, может тогда Жакс перестанет опаздывать, а? Считаю, правило закреплено. Ура! Ура! Я хотел бы отметить, что жиктак жалгаулар указывают на автора действия. Это очень важно в предложении. Вот вижу слово жиктак жалгау, я сразу могу понять, кто автор действия. Давайте на примере, да, Да. разберем, так будет легче. Семенның әйелі еккабат. Кто автор действия? Ну, грамматически аель. Эх, Семен такой взрослый. А не понимает ничего в жизни. А Жакс с громой. Не знаю ни одного правила. Ага. Но очень хорошо разговариваю на казахском языке. Нафиг они нужны? Если бы жиктак жалгау не было, речь звучала бы так, типа, ну, примерно. Привет, Жакс. Я тебя видеть, радость. Мы молодец, Асеке, вы хорошо. Я еда любить. Жакс любить еда. Так? Да, или Жакс не сделать домашнее задание. Я его наказать. Карлыгаш, привет. Мы радость ты прийти. Привет. Спасибо, что приглашение. Я радость, я кайф. В какой момент мы все в робота превратились? Когда жиктак жалгау исчезла? Вот так мы учить казахша. И вы учить вместе. Ваш аплодисмент. Сложно, но все-таки выполнили мы Давайте это важно. разберем еще одно правило, да, вот, которое будет подстать наши гости. Да, вот эта форма прилагательного в казахском языке. Сын ясымның күшейтпейді шырайы. Сын есімнің күшейтпелі шырайы. Я. Я. А я так и услышал. Все нормально. А все же мы слышали вот такие слова, как сып свежий, чоп черный, кап козел, да, кап кара, вот иногда тоже можно сказать. Вот это тоже есть, это күшейтпелі шырайы. А актриса есть такая? Есть. Ну что ж, я предлагаю, может быть, разобрать эти слова. Давайте проведем опыты над Карлыгаш. Нож в студию! Әпәдемі, Суп-слуп. Суп сыкымды, тап тартымды, Все. Жап жарқын. деп дерзкая. строп стройная, Строп стройная. Ну то есть фигура от деген сияқты. Строп стройная, классно. Краб красивая он, да? Зып зын. зоп зор, Уах. Моп мощная. Жап жақсы. краб крашиха, Краб крашиха. Класс. Гап голливудская. Шип шикарная. топ 90, 60, 90, 90, Уау. Веб веселая. Сып сыпайы. сып спокойная, Чоп четкая. Тап таңғажайы. кеп керемет, Тап талантты. Тап танымал. оп очаровательная, Преп прекрасная. Соп солнечная. ап актриса, Эд amazing. О, thank you. Суп суитый. беп бести. В общем, топ-топ. Топ-топ. Карлыгаш Мухамеджанова. И только сочным казах тілімен можно описать нашу невероятную красоту, Карлыгаш. На самом деле, я очень рада, что есть такая передача, потому что, я знаю, это проблема многих, многие стесняются разговаривать, к сожалению, да, и самое главное не стесняться, пытаться практиковать, и тогда все получится. Спасибо большое. Карлыгаш Мухамеджанова, добрый привет.